Сахариму продолжаются работы по тушению лесного пожара на болоте Элисте. В течение сегодняшнего дня спасатели постараются локализовать пожар по периметру, чтобы не дать огню перекинуться на новые участки леса. По словам спасателей, самый тяжелый день был вчера. Из-за порывистого ветра и сухой погоды площадь пожара росла с молниеносной скоростью и к вечеру достигла 60 гектаров. Сегодня ситуация изменилась в лучшую сторону. Ветер стих, и пожарным удалось в некоторых местах полностью справиться с огнем. Но большие участки леса и торфяных болот по-прежнему остаются во власти огня. Praegusel hetkel on meil kaks suurt sektorit. Üks on siis, kus meie praegu teiega oleme, on põhjasektor ja teine on lõunasektor. Ja tuli on siis siin vahelisel alal. Ja teda hektarites võiks ütelda, see pindala on ääretult suur, aga sellest ei tohi lasta ennast eksitada. See põlemisperimeeter ehk äär on circa 4 kilomeetri улатусest. Сейчас борьбу со стихией ведут почти 90 спасателей, среди которых 16 кадетов из школы спасателей и 5 добровольцев из фонда эстонской природы. Бороться с огнем им помогают 10 пожарных машин, 4 квадроцикла, 1 машина-амфибия «Арго» и 2 вездехода. Но из перечисленного к месту пожара может дойти только вездеход. К тому же работу пожарных осложняет и нехватка воды. Kõikvõimalikud niinimetatud kraavid, kus me tavaliselt vett ammutame, need soograavid on praegusel hetkel suhteliselt kuivad. Otsisime doonorveevõtukoha, mis on, nagu te näete, põlenguala juurest, kui siin kaardi peal 1 sentimeetrit on 200 meetrit, ja pidime vee toimetama mitme kilomeetri kaugusele. Из-за поломки одного из квадроциклов спасательные работы значительно замедлились, но пожарные надеются, что уже к вечеру им удастся полностью справиться с огнем.